Здравствуйте все! Добро пожаловать на канал Магия Песка. Старинные турецкие гаремные гадания для вас. Дорогие зрители, гости канала, не забывайте подписываться, нажимайте на колокольчик и получайте уведомления о новых видео. Заранее спасибо за ваши лайки, за ваши хорошие добрые комментарии. Тема сегодняшнего гадания звучит так. Вы должны это знать, что внезапно случится, что неожиданно произойдет. Можете загадать даже свой срок, но не загадывайте слишком близкий, либо слишком далекий срок. Пожалуйста, кому тема интересна, посмотрите на песочек. Подумайте о своей жизни, о планах, надеждах и мечтах. Мысленно, либо вслух задайте такой вопрос. Что мне нужно обязательно знать? Что внезапно случится, что неожиданно произойдет? Если у вас есть срок, спросите на срок. Я буду смотреть на 2 месяца. Надеюсь, вы настроились. Я убираю Назар. Прошу высшие силы дать мне возможность ответить на все ваши вопросы и послать для вас только самую важную, самую нужную и самую полезную информацию. Давайте же посмотрим, что внезапно случится, что неожиданно в вашей жизни произойдет. Так. Ну что, мои дорогие, вам придется побороться, причем побороться достаточно серьезно, серьезными, скажем так, конкурентами, серьезными проблемами. То есть вот прямо придется решать, брать на себя и решать. Решать, как можете, как умеете. Поддержки у вас по факту не будет, хотя люди есть, которые готовы вас поддержать. Но вы как-то то ли стесняетесь, робеете, да, вы не примете от других людей. Наоборот, да, вот как-то вот прям человек сам на себя только рассчитывает. Так, ну давайте по порядку. Смотрите, прежде всего у вас какой-то неожиданный резкий поворот в жизни произойдет. Связан этот поворот будет с какой-то дорогой. Дорога, путешествие, ну я не знаю, приезд, отъезд. То есть куда-то вас поманят в путь. Причем как-то очень неожиданно, по очень странной причине. Прям таки придется сорваться с места и, ну, куда глаза глядят, бежать. Да? Вы и сами не поймете, как вы из одной точки, да, в другую точку добрались. Здесь причина будет какая-то скрытая. Смотрите, возможно, вы ошибочно получите, ну, я не знаю, какие-то новости, либо кто-то ошибочно получит, да, скажет вам, и вы вот прям отправитесь в путь в неизвестность и путь в никуда. В этом пути вас подстерегают несколько опасностей, скажем так, да, с которыми вы очень хорошо справитесь. Благодаря этому у вас идет именно, ну, прям такое, знаете, вера в себя, вера в то, что я могу, в то, что у меня все получается, что мне все по плечу, и в то, что я человек, ну, не просто так, да, человек наделенный, человек особенный. Оно, кстати, так и есть, просто вы, ну, не желаете признавать свои особенности и свои таланты. Смотрите, в этой дороге вам придется нелегко. В этой дороге, что туда, что обратно, есть очень такие вот странные моменты, опасные даже, может быть даже такие прям острые моменты, но вы проходите, вы прям как сквозь огонь проходите. В этой дороге у вас будет знакомство, которое поменяет вашу жизнь и вашу судьбу. Но опять же таки, это вариант. Если вы пойдете на это знакомство, то у вас будет и муж, и у вас будет новый дом, у вас будет новое место жительства. Человек, с которым вы познакомитесь, мужчина, женщина, кто меня смотрит, этот человек вам именно как в судьбу идет, да, но не как стопроцентная, да, обязаловка, что вот именно он и больше никто, а именно как вариант, как возможность поменять свою жизнь к лучшему. Человек идет хороший, человек вам поможет, чем сможет, человек себя зарекомендует с очень положительной стороны, а вы уже будете думать, выбирать, стоит, не стоит, надо, не надо. Но я вас лично, прошу присмотреться к этому человеку и, ну, общаться. Я вижу, что вы будете общаться, но вот это расстояние между вами, оно какое-то вот прям, оно вас очень разделяет. И, ну, не у каждого хватит выдержки, да, пойти на то, что расстояние между вами, что не так-то легко вам встречаться, общаться, и между вами действительно какие-то вот прям барьеры. А у кого-то даже может быть и языковой барьер, девочки. Вот даже так может пойти. Кто-то себе прям такого прям иностранца найдет.
Так, еще вас хотят предупредить о неожиданном каком-то происшествии, связанные с вашими, возможно, друзьями, близкими людьми. Там происшествие будет касаться ихнего дома, да, вплоть до того, что там кто-то может там затопить этот дом, либо ограбить, не дай бог. То есть какой-то такой момент неприятности. И вам придется ваших друзей, близких, да, спасать, выручать, у себя принимать, размещать, да, пытаться чем возможно помочь. Может быть, будете помогать ремонт сделать, может быть, будете там, я не знаю, ходить по учреждениям разным, да, добиваться там правды и добиваться возможности восстановить, да, то, что там, например, ну, было испорчено. То есть как бы здесь как бы с вас два дела идут. Вы и принимающая сторона, вы и помогающая сторона, да, в решении вопроса. Потому что я вижу, что ваши близкие, они какие-то очень растерянные идут. Растерянные, подавленные. И прям такие вот, прям в каком-то, ну, я не знаю, такая депрессия у них какая-то, да, вот вообще люди не знают, куда идти, чем заняться, к чему руки приложить. Так, будьте готовы, что у вас еще могут быть финансовые траты достаточно серьезные, потому что вам придется помогать, вам придется там кормить этих людей, возможно, даже что-то покупать для этих людей. Там имеется в виду там одежда, может быть, там таблеточки, лекарства какие-то, может быть, потратить деньги там на оформление каких-то там заявок, документов. То есть тут конкретно придется потратиться, и вы будете к этому готовы. Почему я это говорю? Потому что у этих людей как будто бы не у кого больше попросить, у них только на вас одна надежда. И что самое интересное, если вы будете пытаться у других людей там занять, перезанять, да, то есть вот таким путем идти, то столкнетесь с ситуацией, что у людей просто нет. Да? Не потому, что вам не хотят давать, а вот время такое, да, либо ситуация. Вот кому бы вы ни обращались, и будут говорить: ой, а у меня нету, у меня нету, у меня нету. Поэтому здесь вам идет момент такой, чтобы вы денежку попусту не тратили, чтобы вы ее собирали. Ну, пригодится, понимаете, очень-очень даже пригодится. И на кредиты, чтобы вы не шли, чтобы вы не брали кредитов. Вот вам прям такие говорят: кредиты брать нельзя. Если вы возьмете кредиты, то тут будет очень такая, ну, тут у вас козел вышел, понимаете, прям по центру. Рогатый козел. Это неприятности. Это, ну, ситуация, которая вас реально на рога может насадить, да. Вот козлы, они же бодаются, и вот так прям на рога берут, да. И пренеприятнейшая история, да, опять же таки, без вины вы виноватый человек. То есть вы для других людей постараетесь, да, а сами потом попадете просто такие, ну, в очень неприятное положение. Поэтому кредиты вообще однозначно нет. Объясните ситуацию как можете, как умеете. Скажите: ну вот нету, да, вот нету и все. И занять-то мне тоже не у кого. Говорите как есть. Если эти люди хотят, пусть они лучше сами берут кредит, но не вы. Понимаете, не вы. Вам вообще вот на ближайшее время, на вот эти ближайшие 2 месяца противопоказано брать кредиты. Если у вас кредиты есть, то следите за тем, как идет пополнение, да, вашего счета и как вот закрывается ваш кредит. Потому что вот по этому козлу он очень противный, он очень такой, знаете, в боевой позиции. Может быть ситуация, что где-то там что-то не зачислилось, да, как-то там не сработала система, и вы еще столкнетесь с тем, что вам придется вот побегать, да, попрояснять эту ситуацию. Но правда будет на вашей стороне, там у вас доказательства есть, все у вас есть. Тем не менее, понимаете, вот с банками на ближайшие 2 месяца лучше вообще не связываться. Вплоть до того, что может даже карточку банкомат скушать. Вот что может идти. Так, девочки, что дальше? Дальше неожиданно и негаданно мужчина ворвется в вашу жизнь. Мужчина ваш уже знакомый мужчина, либо вы его видели, либо вы его знаете. Может быть бывший, может быть несостоявшийся бывший, да? То есть одноклассник, одногруппник, не знаю. Вот мужчина идет и все, как хотите, вы его знаете. Столкнетесь с ним, и прям как зажжется ваша любовь, сердечко забьется, и страсть пойдет, и знаете, как-то, ну, как нежданно-негаданно, да, а вроде ничего в нем особенного нету, 100 лет знакомы, да, и вот на тебе случилось. Но вы себя ни в чем не вините, расслабьтесь, получайте удовольствие, ну, насколько это возможно. Так, по поводу мужчины, ну не парьтесь, он неплохой мужчина на самом деле. Возможно, он не свободный, возможно, у него есть какие-то хвостики, обязательства. Может, он и не сделает вам предложение, но тем не менее, с ним можно и поговорить, и он, кстати, может вам решить какие-то, поможет, вернее, решить какие-то дела, вопросы. Главное, что он поможет вам быть в форме, да, потому что
Но интимчик, который между вами произойдет, он вам очень нужен. У меня вообще такое чувство по этому песочку, что вы человек либо одинокий, либо очень сильно соскучились по таким чувствам и по таким ощущениям, как будто бы у вас давно не было. И надо, принимайте, не отгоняйте этого мужчину, не отказывайте себе в удовольствии, даже если это будет казаться, я вижу, что вы человек очень серьезный. И я вижу, что для вас это может быть даже болезненно в плане того, что как же, да, я себя там повела как пропурсетка, либо еще какие-нибудь, да, такие возвышенные слова вы можете про себя там говорить и думать. На самом деле нет. Вы поведете себя как настоящая женщина, которая желает себе добра и счастья. Понимаете, для здоровья надо. Вот вам особенно надо. Вы таким образом снимете с себя просто огромное количество негатива и стресса. Да? Вот именно через интим вы снимаете с себя негатив. Вот прям озадачьтесь этим вопросом, не пропустите этого мужчину, соглашайтесь, занимайтесь, любите друг друга, и все будет замечательно. Так, еще у вас, смотрите, интересный тот момент именно прописан в том, что вот за то, что вы помогаете другим людям, за то, что вы помогаете, у вас еще может быть, как обвинение к вам пойти, да, что вас могут еще обвинить, что вы там человек какой-то там, я не знаю, там, недостаточно хорошо помогаете, либо с какой-то задней мыслью, что у вас там двойное дно, что вы там себе что-то, какой-то план надумали, придумали. И знаете, это будет обвинение идти не от людей, которым вы помогаете, совершенно от других лиц. То есть есть люди в вашем окружении, которые вас, скажем, мягко недолюбливают, да, и они могут воспользоваться этой ситуацией, чтобы вас обидеть, да, по-другому и не скажешь. Так что не обращайте внимания на всяких дураков, понимайте, что собаки лают, караван идет, поэтому не зацикливайтесь, делайте свое дело, делайте то, что считаете нужным, потому что у вас очень хорошее, такое доброе прям сердечко. Вы знаете, вы человек в этом плане очень маргинальный, да? Вы не заботитесь о себе, но очень любите свое окружение, своих друзей, своих близких, и ради других вы готовы просто-таки чуть ли не жизнью пожертвовать. Знаете, это ваше призвание, это ваша миссия. Так что делайте то, что подсказывает вам ваше сердечко. Если там какие-то будут злопыхатели, просто не обращайте внимания. И все будет замечательно. Так, мои дорогие, гадание мое на этом закончено. Спасибо всем за внимание. Всем пока-пока.